Арман видер хирсе мурла тухран. Ирце кайрам таван яламран. Яламашне пахса кушве такран. Просим, Владимир Петрович. Добрый день, коллеги. Анализируя сложившуюся ситуацию с экранизацией чувашских народных сказок, преданий и мифов, приходим к выводу, что она очень тяжелая у нас в Чувашской республике. Нашим детям очень нужны мультфильмы и киносказки, созданные на чувашскую тематику на родном языке. Общеизвестно, что дети как пластилин, что из них вылепишь, что в них вложишь, что и получится. Критически остро нужны фильмы, которые бы рассказывали о замечательной чувашской культуре, о богатом наследии наших предков, великолепных богатырях, красивых и умных девушках и матерях, шикарной национальной чувашской одежде, древнейшем языке на родном из красивейших языков мира. Только отлично, зная свою историю и культуру, наши дети вырастут истинными патриотами своего народа и страны, которые будут развивать ее дальше, обогащать и по-настоящему гордиться своим происхождением. Наша страна, Россия, богата своими народами, ее населяющие и многообразием их культур и традиций. Предположим, что южные народы более горячие, а северные сдержаннее. Горячие и храбрые люди больше подходят для борьбы с внешним врагом, а сдержанные, взвешенные представители необходимы в принятии серьезных и судьбоносных решений для большой страны. Слава Богу, у нас народы живут в стране в дружбе и согласии, ибо думающему человеку понятно, что ничего лучше нет, чем добрососедство. У доброго соседа можно кое-чему поучиться, допустим, в кулинарии, садоводстве, ремесле и так далее, и попросить помощи, если таковая требуется, не зазорно. Поэтому в том, что народы России стремятся развивать свою культуру и традиции в концепции большой страны, ничего плохого нет. Это потому, что когда мы затрагиваем чувашский язык и культуру, часто слышны вот такие выражения: национализм хотите развивать в Чувашской республике, но это в корне неверно. Между тем, чувашский язык в 2009 году экспертами ЮНЕСКО отнесен к исчезающим языкам. Думается, ситуация с тех пор мало чем изменилась. Основным носителем чувашского языка и культуры у нас является сельский житель. Переезжая в город, наш человек начинает меняться. В свете глобализации он становится приверженцем лидирующих мировых тенденций. Его дети почти не знают язык родителей, в приоритете английский. Его главными героями являются Бэтмен, Халк, Человек-паук, монстры, спасатели в виде неопределенных типов и так далее. Это очень хорошо видно на новогодних балмаскарах, в кого наряжаются наши дети. Человек познает мир, обучается жизненным премудростям через язык и образы. К сожалению, наши дети растут на фильмах иностранного производства и не всегда позитивного характера. Да, в последнее время производятся и российские мультфильмы мирового уровня, например, «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый волк», «Маша и медведь» и так далее. Это очень хорошо, но все же это не полно отражает наш менталитет, нет чувашского составляющего. Получается, что мы теряем свою идентичность и как конечный итог можем исчезнуть как нация. Тем временем наши мифы и сказки рассказывают о сотворении всего мира, дают определение вселенским явлениям мирового пространства и об устройстве всего живого на Земле. Это говорит о нашей древнейшей и богатой культуре. На наш взгляд, необходимо в первую очередь экранизировать народные сказки, обычаи и традиции. Это устоявшиеся веками и отшлифованные ценности нашего народа. В них заложена глубокая мудрость, накопленная нашими предками. Этих порядков придерживались наши деды и прадеды, да и нам самим они тоже очень привычны. Это наши корни, которые нас питают. Тем более, многие из них мы до сих пор соблюдаем. Например, переезжая на новое место, говорим: «Пирожки, а та перембе подлечься не серде пурма». Домовой, пойдем с нами жить на новом месте. Младенцу, когда появляется на свет, даем напутствие. А шамышне булушмала будар, и волшеб живая рука будар, хирадя щемная рука будар. Пусть родителям будет в помощь. Ребенок, сын станет защитником рода, или девочка, если появится, девушка пригодна для семейной жизни. Оши желать жущи дула, тепло
Пусть останется в бане, горько останется за дверью. Говорим в бане в самом начале банной процедуры. Она вы на бар, поле дай нам свою силу. Говорим, когда завершаем полевые работы, присаживаясь там же на месте. Соблюдая заведенные нашими предками порядки, не будет ошибок в жизни и не будет стыдно перед соседним народом и нашими потомками. Есть в Чувашии личности, которые делают мультфильмы на чувашскую тематику. Это действительно очень увлеченные и влюбленные в это дело люди. Супруги Павлова, выпускники в ГИК, в Чебоксарах живут. Судья Брива, супруги Ивановы, город Чебоксар. Атнир Корсаков, Чебоксара. Ольга Горюнова, Алатырь. Надежда Степанова, народный мастер Чебоксара. Дарья Степанова, выпускница ЧКПУ. Воспитанники Института культуры, я видел работу ваших студентов. Студенты Чувашского художественного училища, преподаватель Андриан Алексеев, Чебоксары. Воспитатели некоторых садиков республики и автор данного выступления в том числе. Они делают несложные, но весьма интересные фильмы. Это пластилиновые мультики, двухмерные рисованные анимации. Но этого, что мы сейчас на данное время имеем, очень мало для удовлетворения потребностей 1,5 миллиона народа. Тем более они все это делают на собственном энтузиазме, повелении души и зачастую без какой-либо поддержки со стороны. В целях популяризации чувашских сказок можно было бы купленные спектакли нашего Чебоксарского театра отснять и показать на экране, как «Буренка из Масленкина». Многие помнят, наверное, этот мультфильм старшего поколения. Думается, получил бы ничуть не хуже этого легендарного мультфильма. Артисты там трудятся замечательные. Посмотрел репертуар театра за февраль месяц. Из 26 наименований в списке обнаружил только 4 спектакля чувашских. Хотя там цена наполовину дешевле. Понятно, что дети плохо ходят на спектакли, и театр в ущерб себя работать не может. Учитывая наличие современных технологий сейчас у нас в республике, несложно было бы произвести сказки типа «Варвара краса, длинная коса» или «Морозко». По поводу старинных или стилизованных костюмов проблем нет. Костюмы Зинаиды Воронова, вот тут у нас сидит главная, Людмила Болтаевой, студентов Чебоксарского художественного училища Ольги Голованевой и других мастеров этого направления, многим известны у нас в регионе и по всей республике, по всей России. Посвящая студенческую весну учебных заведений республики, приходится только удивляться фантазии и мастерству наших молодежи. С такими ребятами по плечу любые амбициозные проекты. Нужно всего лишь умело мобилизовать все эти мощности и добиваться успехов. Народ у нас талантливый и трудолюбивый. В настоящее время большой проблемой является отсутствие профессиональных кадров в производстве чувашского кино, и тем более мультипликационных фильмов. Мультипликация – это очень трудоемкая и сложная работа. К сведению, чтобы создать одного персонажа в трехмерном варианте на 1 минуту, специалисту нужно трудиться, начиная от 2 недель, в зависимости от сложности работы. И необходим очень мощный компьютер, который не каждый любитель себе может позволить. Даже у бывалых мастеров бывают промахи. Потрачено очень много энергии и ресурсов, фильм не совсем получился. Например, бременские музыканты в свое время имели колоссальный успех, а продолжение, где сын принцессы и бродячего музыканта является главным героем, такого успеха не имеет, увы, это искусство. Есть мнение, что, говорят нам, мультипликаторам чувашским, вы покажите, на что вы способны, покажите хороший фильм, тогда вам будет оказана государственная помощь. Получается, патовая ситуация. Создать произведение на уровне 3 богатырей без мощной поддержки невозможно, а покуда у тебя нет ничего стоящего, то и помощь ты никакую не получишь. Тем временем годы проходят, кто-то вырывается вперед, как татар мультфильм, например, кто-то остается в зачатом, а кто-то остается в зачатом состоянии и изображает нас соседи, если идут на это, не всегда в выигрышном свете. Персонажи татар мультфильма, например, волжские богатыри, русский, марийский, татарский, мордовский и удмуртский, все равны как на подбор. Но среди них чувашский Иван Богатырь чуть менее равен другим. Ростом он еле достает до плеч остальных богатырей, другой пример, если признаем, что мы чуваши, потомки гуннов, имеем правое отношение к гуннам, то в мультфильме «Мулан» изображает как кровожадных и жестоких воинов. Для таких студий, как «Мельница» или «Дисней», мы неинтересны. У них свои приоритеты и собственных оригинальных идей полно. Получается, что наши проблемы – это всего лишь наши проблемы. Решим мы их или нет – это другой вопрос уже. Современный мир очень быстро меняется. Научно-технический прогресс заставляет пересматривать
культурные ценности, диктует свои условия государствам и большим объединениям. Лидером в наше время в этой гонке, к сожалению, Россия занимает не передовые позиции. У молодежи в приоритете английский язык и всякие западные модные штучки. Незаметно и настойчиво в нашу среду хотят внедрить непонятные и странные для нас отношения. Это очень опасно, когда свое родное вторично в обществе, в котором ты живешь. И если чуваши в этой связи потеряют свою самобытность, оригинальность, обрусеют или станут гражданами мира, то это будет невосполнимая потеря не только для России, но и всего мира. Мир будет однообразен и скучен. Ну, как в лесу, например. Лес когда хорош? Когда в нем разные деревья, скажем, и лиственные, и хвойные. Также и в мире все должны быть народы с интересами и своеобразными. Спасибо. Спасибо за такое прекрасное выступление, Владимир Петрович. Мы тронуты, конечно, не успеваем не слушать содержательный доклад и одновременно фильмы смотреть. Это очень большая помощь молодому поколению и тем чувашам, которые компактно проживают в регионах России. Куда-нибудь у нас впереди сидят, как всегда.